вас сегодня на нашем празднике, посвященному открытию 32-й международной художественной выставки «Палестина глазами российских и зарубежных художников». Выставка организована региональной общественной организацией Чувашской Республики «Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины», Чувашским региональным отделением Международной организации «Императорское православное палестинское общество», Российским комитетом солидарности и сотрудничества с народами стран Азии и Африки и администрацией городского округа Истра. Палестина всегда притягивала русских художников, являясь местом обретения философских образов, поиска духовных ценностей и ответа на самые сокровенные мысли о цели жизни и истинности жизненного пути. Яркие образы Палестины всегда пользовались популярностью и находили отражение на полотнах многих известных художников. Идея организации выставки, посвященной Палестине, была поддержана талантливыми художниками из множества городов и регионов нашей страны и зарубежья. Представляемая сегодня выставка является продолжением серии выставок, посвященных Святой Земле под названием «Палестина глазами российских и зарубежных художников». Эти выставки с успехом прошли уже на 31 российской и 3 зарубежных выставочных площадках. Наша выставка посвящена 74-й годовщине трагедии палестинского народа и 140-летию основания Императорского православного палестинского общества. На полотнах нашей выставки вы увидите уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, природу, сцены быта, а также портреты обычных людей. Мы очень надеемся, что выставка послужит развитию всесторонних отношений между народами России и Палестины, а также будет способствовать укреплению мира и согласия на древней Святой Земле и дружбе между народами. Я приветствую вас на открытии выставки от лица главы городского округа Истра, от лица управления культуры городского округа Истра. И что бы я хотела сказать сейчас? Поэтому, когда вы пытаетесь и станете взрослыми, это необходимо сохранять. Очень важные события. Мы увидим с вами. Александр, огромное спасибо. Вы просто нас не покидать эту сцену. Мне очень хочется пригласить сейчас координатора проекта, доктора права, академика Международной академии Европа-Азия Аль-Балауи. Я очень рад сегодня присутствовать в этой замечательной школе, в которой я не сомневаюсь. Если я не ошибаюсь, все понимаете, что у Иисуса Христа не было Министерства культуры, не было администрации. Уже более 2000 лет дают покой людям, помогает людям жить. Палестина не имела возможности даже сказать свое мнение о Палестине. Причем здесь Палестина? Почему надо было отобрать у Палестины свою родину и отдать за то, что Гитлер совершал такие страшные преступления? Вы представляете вот мои чувства, что я не могу видеть брата, сестра, я не могу вернуться на родину. И каждый день, каждый из вас, вот мы закончим сегодня мероприятие, 32-я и 33-я выставка в библиотеке, и каждый возвращается домой спокойно, никто ему не запрещает. А палестинцы за то, что они требуют возвращения домой, их называют террористами. Россия всегда была милосердная. Россия всегда отдавала. Россия построила все эти, освобождала этих стран от гитлеровских фашистов, от Гитлера. Миллионов людей погибли, чтобы освободить их. А они что делают? Оскверняют наши памятники, наши кладбища. Фашизм был и фашизм есть. Он никуда не ушел и не собирается уходить. Он, видимо, передается по наследству и возглавляет международного терроризма и фашизма на сегодняшний день. Это власть Соединенных Штатов Америки.
и вместе с ней стран НАТО. Сегодняшняя выставка, дорогие мои, вам передаст очень много теплоту о Палестине. Как Палестина всегда на протяжении истории всех любила, всех принимала. Палестина происходили очень много оккупантов через Палестину, и Римская империя, и другие там добрее, честнее, более прекрасные, чтобы потом для его дети и внуки, и правнуки было уютно, было удобно жить, было хорошо жить, и могли они продолжить его путь. И мы с вами должны этого сделать. Каждая картина, которую вы здесь видите, можете прикоснуться, посмотреть и заглянуть, какая это прекрасная святая земля, которая привлекала и русских художников, привлекала великих русских поэтов, чего стоит Лермонтов, который написал «Ветка Палестины». Можете посмотреть в интернете, прочитать, как он любил Палестину. Мы, палестинцы, считаем, что Лермонтов палестинец. И мы даже приятно нам, когда мы слышали, что Палестина, которая находится под Москвой, называют так русская Палестина. Знаете, это нас очень трогает, и это нам дает возможность чувствовать, что русские, Россия – это братский народ, братский, близкий, родной для нас народ. Я хочу выразить огромную благодарность вам всем за то, что вы сегодня здесь собрались. Большую благодарность Андрею Михайловичу Крылову. Этот легендарная личность, изобретатель, ученый. Аплодирует. Человек, доктор экономических наук, человек, которого в 1850 год его дед Николай Иванович Крылов родился, иконописец, и жил 50 лет. С 1850 до 1900. И он написал «Вифлеемская ночь». Вы представляете, он был очень хороший художник. Я думаю, в этом году мы начнем уже эту награду раздавать. Благодарю также мой большой друг, который здесь присутствует, герой Россия. Человек очень искренний, очень простой, очень доступный, Валерий Викторович Кураков. Который посвятил всю свою сознательную жизнь. Какую миссию, понимаете? Искать пропавших без вести во Второй мировой войне. Искать наших дедов, отцов, которые не вернулись из войны. И как вы думаете, цифра 27 или 28 миллионов останется позади. Теперь обнаружено, что были 52 миллиона человек у нас ушли во Второй мировой войне. Из них 23 миллиона мирных жителей. Подумайте над этой цифрой. 23 миллиона мирных жителей. Это что, тараканы, что ли, курицы, что ли? Это же люди. Со всеми чувствами, со всеми эмоциями, со всеми своими любви, со своими историей своей. Я призываю, а военных у нас 19 миллионов ушли. И 10 миллионов тоже ушли. Вы понимаете, я призываю вас, мои прекрасные дети, изучайте героизм ваших дедов, отцов, любите их. Без них вы бы сегодня здесь не находились, и у вас не было бы эта школа. Я знаю, как был поджог, как был во Второй мировой войне и монастырь в Иерусалиме. Это война страшная, которая, как ваши деды великие герой отстояли свою родину, потому что они ее очень сильно любят и вас любят, чтобы вы могли жить в мире, в радости. Благодарю вас всех от всей души. Думаю, мы с вами подпишем соглашение о сотрудничестве. Будем дальше продолжать продвигать эту выставку. И приглашаю ваши школы, ваших детей принимать участие у нас в проекте «Я рисую Палестину, я рисую Донбасс». Вторая и 33-я библиотека. Это большое количество, плюс 7 международных детских выставок. Думаю, художники пишут мир очень красиво, как бы им хотелось его увидеть. Культура сама по себе
нас сближает, нас объединяет. Без культуры мы станем просто дикари. Поэтому какая бы ни была специальность, военный или врач, даже врач, если он не имеет культуры, то он сделает операцию и так криво зашьет, кто после операции. Поэтому культура самое главное в жизни. Без культуры мы с вами уже превратимся точно в дикарей. От души благодарю вас всех. Извините, что я немножко долго. Главе городского округа Истра. Благодарность объявляется Мураду Рамзановичу Билалову, заместителю главы администрации городского округа Истра. Благодарность объявляется Татьяне Ивановне Бикмухаметовой, первому заместителю главы администрации городского округа Истра. А также Александру Георгиевичу Скворцову, председателю Совета депутатов городского округа Истра. Огромная благодарность объявляется Юлии Александровне Замолоцких, начальнику управления культуры и туризма администрации городского округа Истра. Благодарность объявляется Екатерине Николаевне Морозовой, директору детской школы искусств городского округа Истра, детской школы искусств «Вдохновение». Благодарность объявляется Канашевой Инессе Юрьевне, заместителю директора по учебной работе. Благодарность объявляется Наталье Викторовне Рыбаковой, педагогу-организатору детской школы искусств «Вдохновение». Благодарность объявляется Сергею Николаевичу Канашеву, звукорежиссеру. Дорогие друзья, еще ряд благодарностей очень важных для нас. Благодарность внуку и семье художника-иконописца Крылова Николая Ивановича. Спасибо за добрые слова в мой адрес и в адрес моего деда. Главному организатору этого мероприятия Басаму Фахки Аль-Балуи, академику, доктору права. Дипломом награждается художник Евгений Михайлович Хайлов. Замечательный московский художник, легендарный художник, специалист по религии, какие у него философские картины, какие замечательные, заслуженный художник России, в Москве, член Союза художников в Москве, великолепный наш Хайлов Евгений Михайлович. Спасибо большое. Мы вот этой своей работой стремимся построить добрую дорогу между всеми народами, чтобы все были счастливы и довольны своей жизнью. Еще благодарность вручается заслуженному работнику культуры России и Марии Арсению Яйцову. Вот родная республика Мариэль, он ее представляет, наш Арсений Арсеньевич Яйцов. Мы ему очень благодарны, очень веселый, очень добрый, замечательный человек. И вообще я хочу вам сказать, что Марийская республика в Палестине, то есть знают, что марийцы сами называют Марийская Палестина, потому что там очень много памятных местах связано непосредственно с Палестиной, находится там. Ему огромное спасибо, что он сегодня с огромным удовольствием сюда приехал.
Дорогие друзья, наш высокий гость эти книги хотел бы вручить представителям нашей администрации. «Любовь и хлеб». Так называется этот палестинский роман, который написала Асия Абдельхади. Он основан на реальных событиях. Гибель 4 года, когда изгнали из родины в 1948 году. И она полностью рассказывает, что с ними произошло, с их семьей, и как они потом состоялись в жизни. Я эту книгу имею честь ее перевести с арабского на русском вместе с супругой. Она, Асия, автор, жива, и мы с ней на связи почти ежедневно. Думаю, все, кто прочтут, до этого все, кто прочитал, сказали, она изменила их жизнь. Думаю, что она будет очень полезная для всех, тем более, что мы находимся сегодня в русской Палестине. И еще я бы хотел, лента «Дружба народов», освященная в храме Рождества Христоса в Вифлееме, в мечеть Ал-Акса, вручить вместе с флагом Палестины для администрации города от имени всего палестинского народа в знак дружбы, солидарности и совместного сотрудничества. Я вручаю и прошу передать главе администрации. Екатерина Николаевна, наш высокий гость, просит вас подняться на сцену. Думаю, эта книга будет очень необходима, чтобы изучать Палестину, знать Палестину, не только для директора, не только для учителей, я думаю, для всех, кто находится в этой школе, включая даже охрана. Они должны знать, это святая земля, Палестина, уже сама сегодня пришла к вам. Поэтому книга займет достойное место, и я уверена, что она будет оценена по достоинству, и действительно то, что эта книга будет прочитана, я больше чем уверена, и нашими учениками, и нашими сотрудниками, потому что здесь в названии книги два основных слова для жизни человечества. Это любовь и это хлеб. Это то, без чего мы не проживем. Хлеб ни одним другим продуктом не заменишь. И любовь к людям никогда и к своей родине не заменишь ничем. СНГ. Народная память о защитниках Отечества. Ваши аплодисменты. Во-первых, хочу сказать большое спасибо вам, мои дорогие друзья, что вы меня пригласили на это мероприятие. Я не думал, что такая будет разновозрастная команда сегодня, но приятно видеть и наших малышей, и взрослых людей, которые живут в нашем прекрасном городе Истра. Вы, выступая сегодня, полностью выбили все козыри моего выступления, так что мне очень сложно будет сейчас каким-то образом сориентироваться, но все-таки я, наверное, начну с того, ребята, что вы можете гордиться тем, что в свое время, находясь в СПТУ-60 города Истра, есть было такое училище, был создан клуб «Поиск», который я создал, до сих пор возглавляю, он уже работает почти 40 лет с 1981 года. И мы были инициатором создания поискового движения Советского Союза. То есть наша группа Истринская была одна из тех, кто организовывал вахту памяти, первую новгородскую, и первый сбор в Калуге в 1988 году. То есть вы знаете, что поисковое движение, в принципе, началось именно с Истринского района, организовано поисковое движение. Мы до сих пор ходим по лесам, лазим по местам боев, восстанавливаем судьбы людей, которые пропали без вести. Вот в эту субботу я принимал участие в открытии знака, который был установлен на месте гибели летчика в районе Щеколдино. Это Зубцовский район Тверской области. Мы нашли и подняли самолет на
нашли там останки летчика, его восстановили, нашли родственников. И вот 10 сентября этого года, в день 80-летия гибели летчика, на месте, где упал самолет, где он погиб, мы открыли этот мемориальный знак. Ну, знаете, что поисковики часто показывают их по телевизору. Это вот наши последователи, которые, начиная от Калининграда до Курил, занимаются восстановлением памяти людей. К сожалению, как уже сказал наш друг, потери были просто сумасшедшие. Это не 6 миллионов, как говорил Сталин, это не 20 миллионов, как говорил Хрущев, это не 26 800, как говорит Путин, а это 52 миллиона потерь, которые наша страна понесла в годы Великой Отечественной войны. Работы очень много, клуб наш существует, если у вас есть желание, обращайтесь. Я сам Истринский, в принципе, мы вместе с вами будем заниматься этим благородным делом. Большое спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Марий Эл Яйцов Арсений Арсеньевич. Примите от него музыкальный подарок. Я должен сказать, я из Республики Марий Эл, столица Республики Марий Эл, город Йошкар-Ола, один из красивейших городов Великой России. В Республике Марий Эл народ очень трудолюбивый, очень музыкальный. Открою маленький секрет. В Республике Марий Эл очень красивые женщины, очень красивые девушки. Не верите, приезжайте. День флага, да, помните? Вот. Сейчас, поэтому я хочу сказать, да здравствует великая, непобедимая Россия во главе Владимиром Владимировичем Путиным. Дай Бог ему крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, верных, преданных друзей и помощников. Я хочу всегда День Российской Федерации. На марийском языке один кулет и по-русски перевод. Вот коротко пляски. Так.
Дорогие друзья, мы приглашаем вас всех на первый этаж, на нашу выставку, чтобы ознакомиться с замечательными творческими работами художников российских и художников палестинских. Спасибо всем за внимание. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم. И сейчас она музей, керамический музей, город Каменка. Вот. Дальше, значит, знакомимся. Опять это у нас
Светлана Ичкова. Ее картины надо смотреть немножко издалека. Они очень красиво смотрятся. То есть близко не обязательно. Значит, уважаемый Мурат Рамзанович, не первый раз сегодня находимся здесь у вас. Чувствуем себя, такая атмосфера теплая, такая прекрасная, как будто мы всегда были здесь. Не случайно называют вас здесь, это русская Палестина. Мы очень рады, что сегодня открываем 32-я и 33-я выставка тоже недалеко от вас, здесь в Дедовске. И да, я безумно благодарен вам за то, что вы принимали активное участие в этом деле. И благодарю, уважаемая Татьяна Семеновна, за ее вклад, за ее поддержку, за вообще все руководство вашего города. Ощущается настоящая русская душа. Такая хорошая, прозрачная, добрая, гостеприимная, прекрасная, образцовая душа. И вот я прошу передать ей благодарственное письмо от нашего имени. Заслуженный работник культуры Марийской Республики и Российской Федерации Арсений Яйцов. Вот и вам лично, уважаемый Мурат Рамзанович, тоже огромная благодарность за ваш вклад. И прошу также передать лента дружбы народов, освященная храма Рождества Христова в Иерусалиме. Прошу передать главе администрации и вся ваша администрация, как лента вместе с флагом Палестины, как видите, как поддержки наши хорошие, добрые отношения, которые длятся более 1000 лет между народами Палестина и Россия. И вот, чтобы у нас было больше... Огромное спасибо. Я, в свою очередь, хочу сказать, что и для нас, для всех россиян, это очень актуальный вопрос, и очень приятно, что и этот шаг освящен и храмом Рождества Христова, и мечетью Аль-Акса, потому что мы являемся многонациональной, многоконфессиональной страной, где мы считаем, мы работаем каждый день на том, что и наш президент, и наше правительство, и в том числе и губернатор Московской области, мы работаем над тем, чтобы каждый человек, вне зависимости от национальности, от конфессии, мог жить в рамках существующих прописанных законов Российской Федерации, чувствовать себя комфортно, как дома, чтобы люди здесь уважали друг друга, а тем более многовековая дружба с палестинским народом мы всегда поддерживали, поддерживаем. И я думаю, что эта выставка, это как элемент на будущее, такой фундамент для того, чтобы мы сближались и побольше узнавали друг о друге. Поэтому Значит, эта картина написала у нас знаменитая художник из Татарстана. Она написала палестинца. Это Байдашкина Елена Юрьевна. Она из главных инициаторов вообще наша выставка, которая открылась впервые 15 мая 2021 года в Чебоксарах. Очень талантливый художник, очень много работает. И вообще она берет иногда выходной. Она педагог, преподает в школе искусства, но она берет выходной, и этот выходной использует для того, чтобы поехать дальше писать. У нас практически весь коллектив работает. Замечательный коллектив. Старается. Да, молодцы. Этот рынок ему несколько тысяч лет. Вообще Палестина, там у нас сохранились такие улицы, такие здания, которые ходишь по этому улице 2000, 3000 лет. Вот
такая, а иногда между, да, и между этими улицами поместится 2 или 3 человека, что пошли, не больше. Вот такие здания, вот трогаешь история, ходишь по истории. А вот это их точка, Вилькова из Пензенской области, вот палестинская доктор, конечно, написала 18 лет девушка, она молодая. А вот эти наряды? Это чисто палестинские наряды, да, и пишет палестинская. Причем эти 3 картины приняли участие у нас в первой зарубежной выставке в Газа 29 ноября в прошлом году. Вот. Потом еще раз принимали участие в Ерефоне. Вот. Это картина Бичкова у нас. Вот вы кактус все знаете. И в России на каждом окне подоконник есть кактус. Но много из вас не знает, что это фрукты, очень вкусные фрукты. Мы берем ее, открываем и кушаем, и очень полезные фрукты. Скорее всего, в Москве появляется она, я не могу сказать. Не видели, пока не освоили. Это шикарная фрукты, рекомендую. У нас есть хумус, у нас есть финиш. Но хумус это... Вот кактусы у нас точно нет. Но имеется в виду, есть кактус, но никто не употребляет. Хумус это, конечно, национальное палестинское блюдо, которое более 7500. Недавно я как раз провел мастер-класс в день города Чебоксары про хумус. Надо у нас тоже. Без проблем. Без проблем. Хорошо. Вот. Это у нас опять Поймяшкина. Написала она арка с лестницей. Ну, она Иерусалим, и Наболес, и палестинские древние города, они очень много арками вот так у нас сделаны. Тоже хорошая очень картина. Да. Здесь палестинка написали ее президент Академии художников мира новой эры Анатолий Силов, народный художник Россия, Чувашия, который жил за рубежом почти 50 лет. У него очень много картин, у него просто это легендарный художник. Это самая маленькая работа. У него работы 2 на 2. Это очень большие, но очень шикарные. Ему сейчас 84, скоро в будущем буду 85, но он продолжает писать. Очень молодец. Это написала у нас Алимасова Нина Александровна. Она написала выставку «Палестина глазами российских художников». И здесь она изображала посла палестинское дело в Москве. Посол Палестины. Вот она, я даже не ожидал, что она вот сама или на складниках, никто не просил, не заказывал. И написала. Самое интересное, что как, понимаете, куда бы ни шли, на вас смотрят. Вот здесь на меня смотрят. Здесь я встану, на нас смотрят. Как Мона Лиза. Как Мона Лиза. Очень интересная картина. Здесь у нас опять замечательный у нас художник Бичкова. Она написала базар с лепешками. Вот палестинские лепешки очень знаменитые, очень вкусные, такие у нас в тандире готовят. Вообще палестинская кухня это замечательная кухня. Вот это завтрак палестинский, года. У нас из того, что наша земля растет, не кушаем, у нас, допустим, чебрец. Много из вас не знают, что чебрец это основной еде палестинского народа. Из него мы делаем пиццу, из него мы делаем пирожки, пироги из чебреца. Это великолепно зеленые, осушенный чай делаем. В России, знаете, его только чай. Да, считается мужская сила. Да. И еще одна мозг, очень много в нем витамины, которые развивают мозг. Поэтому у нас детство для детей в обязательном порядке здесь надо. Вот и это, наверное, тоже, тоже. Вот из птица, вот одна из птиц, которые много палестинских птиц, конечно. Вот у нас очень интересная природа. Здесь благословение Палестина написала Кучергина Ирина. Она из Комсомольского моря. Где-то 12 тысяч километров. Отсюда туда и обратно около 25 тысяч километров. Очень талантливый художник. С первой же выставки с нами участвует. Палестинская семья, национальные одежды, и так далее. Значит, это у нас Разида Юсупова, талантливый художник.
из Татарстана, заслуженный художник Татарстана. Тоже она из инициаторов начала этого проекта 15 мая прошлого года. Значит, Баймяшкина Елена Юрьевна с Казани, город Казань, столица Татарстана. Вот она назвала свою картину «Палестинцы с яблоками». Ну, палестинские яблоки очень интересны. Есть у нас такой сорт, такой плоский, и вот такой небольшая высота. Такая современная уже картина. А его масса, она профессор, художник. Она декан педагогического университета художественного факультета. А здесь у нас опять Бычкова. Здесь Бычкова. Она у нас очень талантливая. Она, наверное, ридный рынок, что ли, написала. Да, ридный рынок она написала. Вот. С картошками и сливки. Да. Здесь у нас из Кирова-Чепец, Орлова. Орлова. Здесь у нас из Олеся, из Кирова-Чепец написала палестинский инжир. Да, инжир это очень вкусная вершина, очень много. Чем было? Значит, написала Шорнина Наталья Юрьевна из города Новочебоксар, Чувашской республики, педагог. Она написала мечеть Аллаха, как вы видите, весна. Вокруг, скажем, жасмин и так далее растет. А вот это удивительно у нас художник из города Лыцкого, Нижний Новгород. Она написала палестинский пасьет, но палестинцы очень любят знать, очень любят знания. Он сидит, газеты читает. Хотя в то время, может быть, и не так это было. Ну, вот. Да. Ну, не копия, там еще из границы не берут. В общем, нет, там еще оригиналы есть. Там и наших российских, это вообще. Откроем сегодня 3 часа. Уважаемый Мурат Рамзанович и Хасан Фархи, разрешите пригласить вас за этот стол присесть для подписания соглашения о взаимном культурном сотрудничестве. Ну что, подпишем дальнейшее наше сотрудничество всех отраслях. Васам Фархи, у вас печать с собой? Печать в кабинете. Вечное сотрудничество, плодотворное в пользу наших добрых, прекрасных, древних народов. Спасибо. Спасибо.